первозданная демократия, от библейской триархии Ноя к кризису современности и феномену Нохчи. Истоки идеи разделения властей, сдерживания тирании и построения гармоничного гражданского общества традиционно принято искать в античной полисной философии Аристотель, Полибий, или в рационалистических трактатах эпохи Просвещения, увенчанных трудами Шарля Луи де Монтескьё и Джона Локка. Однако этот европоцентричный взгляд упускает из виду гораздо более глубокую сакральную и монументальную матрицу первозданной демократии. Она заложена у самого основания послепотопного человечества в ветхозаветном и кораническом повествовании о сыновьях пророка Ноя, Ноха. Распределение ролей, геополитических векторов и экзистенциальных задач между тремя ветвями его потомков представляет собой не просто узкосемейное пророчество или теологическую метафору. Это первая в истории человечества кодифицированная модель функционального разделения властей и общественных миссий, направленная на тотальное недопущение узурпации, диктатуры и деспотического вырождения социума. Глава 1. Триархия властей в пророчестве Ноя. Сакральная конституция человечества. Ключевым аргументом в пользу данной гипотезы выступает органическая синергия трех фундаментальных направлений человеческого потенциала. Базовый завет этой системы гласит: ни одна из ветвей не должна обладать абсолютной тоталитарной полнотой власти, ибо монополия на власть неизбежно порождает гордыню и социальную гибель. Обратимся к строгому тексту книги Бытия, Быт, 9 часов 25 минут минус 27. «И сказал: проклят Ханаан, рабов будет он у братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». Для верного понимания этой библейской формулы необходимо провести радикальную деколонизацию и десакрализацию позднейших исторических искажений. В частности, требуется полностью очистить ее от расистских и колониальных концепций рабства, которыми европейские империи нового времени пытались оправдать атлантическую работорговлю. В эпоху Ноя института рабства не существовало в принципе. Сознание первых свободных людей Земли, переживших катастрофу потопа, не оперировало категориями купли-продажи человеческой личности, лишения ее субъектности или превращения в живое имущество. Слово, переведенное в синодальном каноне как раб-клитр в оригинальном древнееврейском тексте чбет, эвет, в данную архаичную эпоху означало труженика, верного исполнителя, преданного слугу общего дела, реализующего коллективную волю управленца или высший замысел. Это служение, лишенное унижения, но наполненное строгой дисциплиной и функциональной ответственностью. Примечательно, что Ной адресует эти слова не самому Хаму, а его сыну Ханаану, что подчеркивает проекцию этой роли на будущие поколения, формирующие цивилизационную инфраструктуру. Исходя из этого, триархия потомков Ноя трансформируется в четкую, сбалансированную общественно-политическую структуру, предвосхитившую современное государственное устройство. 1. Иафет – верховная, законодательная и суверенная власть. Иафету даровано право расширения. Да распространит Бог Иафета, пространственного и интеллектуального освоения мира, стратегического видения и геополитического лидерства. Это отцовская патерналистская власть, определяющая вектор цивилизационного развития, раздвигающая горизонты познания и устанавливающая универсальные правила игры, законы для социума. Иафет – это архитектор правового пространства и суверенитета. 2. Сим – духовно-нормативная, консультативно-ценностная функция. Сим олицетворяет связь с трансцендентным, хранение сакрального ядра, внутреннюю рефлексию, этику и моральный закон. Тот факт, что Иафет вселится в шатрах Симовых, означает, что верховная, законодательная власть добровольно принимает религиозную, этическую и смысловую доктрину Сима, действует под ее созидательным покровительством и в рамках ее нравственных табу. Однако Сим принципиально не является правителем. Ной умышленно и жестко разделяет политический суверенитет и сакральный авторитет. Если бы Сим должен был совмещать руководство обществом и религиозный культ, что ведет к худшей форме тирании и теократии, Ной прямо наделил бы его властью отца. Но эта геополитическая и правовая должность доверена Иафету. Сим играет исключительно консультативную роль высшего духовного авторитета, выступая в качестве совести государства, но не его карающего меча. 3. Линия Хама-Ханаана – исполнительная, производительно-технологическая функция. Становясь исполнителем воли братьев, эта ветвь берет на себя тяжелейшую и важнейшую функцию материализации абстрактных решений.
Хам Ханаан – это созидатель материальной культуры, строитель, технолог, агроном и организатор земного пространства. Без эффективного, сильного и верного исполнителя любой закон Иофета и любая духовно-нормативная идея Сима остались бы бессильными философскими абстракциями. Это двигатель общественной машины, переводящий метафизические смыслы в осязаемые плоды материального труда. Глава 2. Цивилизационный диалог и закон устойчивости обществ. Уроки исторической преемственности. Это идеальная модель управления, где закон Иофет непреложно опирается на абсолютную мораль, Сим, и реализуется безупречным исполнением Хам Ханаан, легла в основу неолитического возрождения человечества после того, как колоссальное по масштабам, но географически локализованное наводнение изменило карту Черноморско-Кавказского региона. Современные междисциплинарные исследования, включая геологию, гидрологию и археологию, подтверждают, что потоп не был планетарным затоплением всей Земли. Это была катастрофа гигантского экосистемного бассейна, поэтому на других территориях и континентах параллельно продолжали развиваться другие человеческие популяции со своими автохтонными традициями. В данном контексте библейско-коранический метатекст использует масштаб этой катастрофы как символическую перезагрузку человечества, транслируя обновленный цивилизационный код через кавказский географический и этнокультурный очаг. В то же время строгий научный подход, включая данные ДНК-генеалогии и популяционной генетики, полностью опровергает антропологию XIX века о том, что Сим, Хам и Иофет физически породили три разные расы – европеоидов, монголоидов и негроидов. На самом деле их прямые потомки сформировали единую социально-культурную и этногенетическую общность, изначальный народ Ноя. Внутри этого социума из поколения в поколение воспроизводилась уникальная триархическая структура человеческих психотипов, талантов и качества. В лоне одного и того же этноса рождались прирожденные лидеры, стратеги и законодатели, архетип Иофета. Носители духовно-нормативной функции, мудрецы и судьи, архетип Сима. Гении исполнительского мастерства, зодчие и труженики земли, архетип Хама. Обладая этой сбалансированной, саморегулирующейся системой, представители народа Ноя на протяжении тысячелетий вступали в тесный культурный, экономический и интеллектуальный диалог с другими народами и племенами планеты. Это был глобальный процесс взаимного обогащения, просветительства и передачи ценнейшего мировоззренческого кода, так называемый феномен праведного наставничества, чьи глубокие исторические следы отчетливо прослеживаются от протогородов Месопотамии до самобытной культуры хурритов. Потомки Ноя выступали в роли культурных героев, делясь знанием о едином Творце и принципами справедливого неиерархического общежития. Главный итог этой планетарной миссии заключался в том, что принимавшие этот опыт народы органично осваивали предложенную матрицу. В их собственной среде, без внешнего колониального принуждения, вырастали свои лидеры, свои мудрецы и свои созидатели. Всю мировую историю красной нитью проходит преемственность этого единого принципа. Государства и цивилизации расцветали именно тогда, когда интуитивно или осознанно разделяли ветви ответственности, не позволяя им сливаться в экстазе деспотизма. Но как только баланс нарушался, неизбежно запускался механизм цивилизационной деградации. Главной причиной увядания великих культур прошлого становилась узурпация власти, стремление одной ветви подчинить себе остальные. Особую деструктивную роль в истории сыграл феномен, когда религиозные институты, будь то церкви, мечети или синагоги, переставали быть скромными духовными ориентирами. Вместо того, чтобы играть исключительно консультативную роль, быть безупречными моральными авторитетами и хранителями смыслов, религиозные институты неизбежно мутировали в сторону стяжательства, претендуя на прямой политический, судебный и фискальный контроль. Когда духовная ветвь, Сим, пытается подменить собой законодателя, Иофета и исполнителя, Хама, общество неизбежно черствеет, погружается в пучину инквизиции, мракобесия и фарисейства. Как следствие, массы разочаровываются не в Боге, а в его земных, глубоко коррумпированных религиозных самозваных посредниках. Именно эта глубокая историческая травма привела человечество в новое время к жесткому, вынужденному, но исторически оправданному решению – законодательному отделению религиозных культов от государственного управления, секуляризации. Этот шаг был сделан ради спасения самого общества от клерикального деспотизма и для очищения религии от политических амбиций духовенства, что вернуло бы духовности ее изначальную, чистую, консультативно-этическую роль. Глава 3. Современный кризис светской модели и цивилизационный феномен Нохчи.
Пройдя через горнило разрушительных мировых войн XX века, тоталитарных экспериментов и глобальных кризисов, поставивших человечество на грань полного самоистребления, цивилизация снова интуитивно вернулась к основам, заложенным пророком Ноем. Современный мир провозгласил безусловную победу демократических институтов. Передовые общества зафиксировали в качестве незыблемого фундамента гуманистические ценности: уважение к правам человека, свободу слова, равенство всех перед законом, неприкосновенность личности и защиту уязвимых слоев населения. В глобальном масштабе базовое уважительное по отношению к человеку и природе мировоззрение Ноя заняло лидирующие позиции. Однако на рубеже 21 века человечество столкнулось с новым, куда более изощренным экзистенциальным вызовом. Главная опасность для современной цивилизации исходит не от внешнего варварства, а от циничной манипуляции демократическими механизмами изнутри. Силы деструкции научились виртуозно использовать формальную букву закона для последовательного уничтожения его истинного сакрального духа. Свобода личности, искусственно оторванная от своего метафизического источника и лишенная абсолютных духовных ориентиров, начинает стремительно деградировать. В условиях полного ценностного релятивизма, когда нет разницы между добром и злом, а все объявлено социальным конструктом, свобода превращается во вседозволенность. Она открывает путь для глубоких моральных девиаций, вплоть до попыток некоторых маргинальных, но влиятельных представителей власти нормализовать тяжелейшие преступления против человечности и детей. Это наглядно доказывает, что жизнеспособная социальная система не может быть исключительно механической, цифровой или слепо-секулярной. Здесь принципиально важно провести четкую грань между политическим секуляризмом и философским релятивизмом. Если первый необходим для защиты общества от институционального диктата духовенства, то второй полностью уничтожает смысловой фундамент бытия. Настоящее подлинное разделение властей требует демократии с Богом сложной, зрелой системы, которая остается светской и секулярной по своей государственно-правовой форме. Религиозные институты не обладают властными полномочиями, но является религиозной по своему духу, где над изменчивым человеческим законом всегда стоит высший, трансцендентный, абсолютный этический ограничитель. При этом конфессиональная исключительность или догматические споры уступают место главному универсальному принципу – признанию высшего судьи, ответственности перед вечностью и незыблемости заложенных им моральных табу. Поразительным историческим прецедентом жизнеспособности такой системы выступает социальное устройство, тысячи лет существовавшее в географической зоне послепотопного возрождения человечества на Кавказе. На протяжении тысячелетий, вопреки разрушительным внешним катаклизмам, масштабным экспансиям империй и попыткам культурной ассимиляции, чеченский народ, самоназвание которого Нохчи этимологически восходит к имени пророка Ноя Ноха, сохранял уникальное общественное устройство. Это не реликт изоляции и не историческая архаика, а проявление истинной демократии в ее первозданном чистом виде. В традиционной структуре чеченского социума, регулируемой священным кодексом человечности Адам Алла, кодексом чести Кьонахалла и внутренней этической системой Нахчала, исторически никогда не было места сословному неравенству, деспотии или монархии. Управление строилось через сложную демократическую систему горизонтальных связей, братств, тейпов и мехкхела, высшего совета земли. Архитектоника этого общества демонстрировала абсолютный внутренний баланс. Законодательные функции совета опирались на непререкаемый авторитет старейшин и духовных ориентиров, которые обладали исключительно консультативным статусом, лишенным репрессивного аппарата, а исполнителями общих решений становились преданные делу свободные граждане. Современный парадокс заключается в том, что народ Нахчи, сохранивший живую матрицу подлинной, ценностно ориентированной самоорганизации, в очередной раз столкнулся с экзистенциальными вызовами, геноцидом и попытками исторического забвения. Вокруг чеченского народа российскими силами веками выстраивались искусственные стены дезинформации и ложных стереотипов. Глубокое понимание этого опыта общественной самоорганизации – это не просто вопрос региональной справедливости. Это важнейший индикатор зрелости всего мирового сообщества. Цивилизации 21 века, запутавшейся в сетях правового цинизма, необходим этот ментальный возврат к истокам, от мертвой, манипулятивной буквы человеческого закона к его истинному предвечному духу демократии. Глава 5. Крах глобализма, феномен тоталитарной имитации и спасительный прецедент Нохчи. На рубеже 20-21 веков человечество,
казалось, вплотную приблизилась к реализации извечной мечты о стирании барьеров и возврате к догосударственному вселенскому единству. Взрывной технологический прогресс и появление интернета мгновенно соткали единую информационную ткань планеты, сделав народы и культуры доступными друг другу на расстоянии клика. В этих условиях родилась и заняла доминирующие позиции доктрина глобализма, концепция мира без границ, всеобщего экономического, технологического и правового слияния. Однако архитекторы глобального мира совершили трагическую экзистенциальную ошибку. В своей технократической слепоте они попытались унифицировать человечество под единый стандарт, полностью проигнорировав глубинную историю, уникальные традиции и ментальные коды конкретных народов. Эта попытка механистического объединения по принципу финансовой выгоды и формального юридического соответствия во многом перекликается с идеями Алексиса де Токвиля, Эдмунда Берка или даже некоторых современных консервативных критиков либерализма. Проницательный де Токвиль еще в XIX веке предупреждал об опасности мягкого деспотизма и административной централизации, которая способна превратить общество в послушное стадо, лишенное внутренней силы и местных корней. В свою очередь, Эдмунд Берк отстаивал ценность органического развития и традиций, подчеркивая, что абстрактные схемы, оторванные от исторической почвы и духовной преемственности, неизбежно ведут к катастрофе. Глобализм, отбросив эти предостережения, создал смертельно опасную уязвимость. Если на Западе глобализм породил предсказанный Токвилем мягкий деспотизм административной унификации, то на Востоке он открыл двери для абсолютно явного метастазирующего зла в лице человеконенавистнической российской системы. Ослепленный иллюзиями, Запад принял внешнюю вывеску за содержание, проигнорировав тот факт, что цивилизационная матрица России оставалась неизменно тиранической на протяжении столетий. Менялись лишь исторические декорации. Абсолютизм царской империи сменялся кровавым тоталитаризмом советского периода, а тот, в свою очередь, мутировал в современную демократическую бутафорию. В реальности же под любыми флагами сохранялась и воспроизводилась одна и та же деспотическая модель. Жесткая, удушающая вертикаль власти, тотальная узурпация прав личности в одних руках и опора на репрессивный аппарат от царской охранки до системы КГБ ФСБ. Трагедия современности заключается в том, что этот режим освоил самое опасное оружие 21 века – технологию тотальной имитации. Подобно тому, как в 20 веке Кремль симулировал идеи коммунизма и социальной справедливости, превратив их в лагерный кошмар, сегодня он симулирует институты демократии. В действительности здесь нет и намека на баланс сил, вся полнота контроля узурпирована спецслужбами. Эта масштабная декорация служит одной цели – разложению подлинных демократий изнутри, экспортируя коррупцию, гибридную ложь, манипулируя открытостью западных обществ и используя формальную букву закона против его духа, российский режим запустил глобальный эффект домино, подрывая стабильность и веру в институты свободы по всему миру. Имитация оказалась заразительным вирусом. Этот кризис окончательно доказал, чисто механическая светская модель глобализма недееспособна. Свободные институты бессильны перед лицом агрессивной тирании, если они не защищены внутренним абсолютным ценностным монолитом. И здесь взоры ведущих политологов, социологов и философов современности должны обратиться к уникальному, спасительному для человечества опыту, который на протяжении тысячелетий демонстрирует этнос Нохчи. Чеченская общественная система – это живое практическое опровержение того мифа, будто порядок и стабильность возможны только при наличии подавляющего государственного насилия, тюремного надзора и бюрократического контроля. Поразительный уровень зрелости традиционного общества Нохчи выражен в фактах, которые кажутся невероятными для остального мира. На протяжении тысячелетий, с самого момента послепотопного возрождения, в традиционном чеченском социуме никогда не существовало тюрем и концлагерей. Сама мысль о лишении человека свободы или узаконенном рабстве считалась абсолютным святотатством. В этой системе никогда не возводились пьедесталы для возвеличивания вождей и правителей, ибо перед Творцом все равны. В культуре Нохчи исторически не существовало детских домов и домов престарелых. Моральный закон, вшитый в ценностный код каждого члена общества, делает немыслимым отказ от сироты или оставления немощного родителя. Общество само, без бюрократических министерств и казенного бюджета, выступает абсолютным гарантом защиты уязвимых. Это и есть подлинная первозданная демократия с Богом в действии. Это реальная, высокоразвитая и выверенная веками социальная архитектоника. Она наглядно доказывает,
что высшая точка развития человеческого общества достигается не созданием карательных вертикалей, не тоталитарным контролем и не слепым стиранием национальных границ, а достижением такого уровня внутренней культуры и этикс, где внешнее насилие государства становится просто избыточным. Понимание, признание и интеграция этого уникального опыта общественной самоорганизации без царей, без тюрем и без фарисейства – это путь спасения для современной цивилизации, запутавшейся в сетях тоталитарных имитаций. Возврат к духовному коду Ноя – это переход от фальшивой глобализации институтов к подлинному братству свободных, самодостаточных и ответственных людей. Аслан Арцуев, HRCI, 14 июня 2026 года.